Сегодня утром тысячи паломников прошлись традиционным ежегодным крестным ходом по центральным улицам Казани. Сегодня 445 лет со дня обретения одной из главных святынь нашей страны – Казанской иконы Богоматери. Образа, который считается и символом русских побед, и хранителем семьи, который обрел славу чудотворного. Образ, явившийся как чудо, один из наиболее часто воспроизводимых, и сам хранит немало тайн. Татьяна Тимошенко о тайнах и чудесах из самого сердца торжеств. Ежегодно крестный ход в честь обретения Казанской иконы Божьей Матери начинается от Благовещенского собора Казанского Кремля, практически повторяя маршрут июльского дня 1579 года, когда духовные и городские власти двинулись к месту чудесного обретения иконы по указанию девочки Матроны. Казань – это одно из очень самых почитаемых православных христианских мест. И это связано именно с почитанием иконы Божьей Матери Казанской, на месте здесь ее явления. И собор, который здесь восстановлен благодаря трудам руководства республики и добрых людей, которые к этому подключились, это такой видимый знак такой любви народа, всего народа нашего. Не только православных христиан, но и мусульманской уммы, и всех, кто здесь живет, что это знак почитания к Богородице. Так что это у нас Казань, вы знаете, это такой центр притяжения. Колокольный звон передвижной звонницы и церквей вокруг белых стен сплетается с песнопениями и молитвами верующих. У многих в руках домашние реликвии. На чехлах телефонов тоже можно заметить бумажные иконки. Находиться здесь в состоянии души. Все. То есть таких уж, естественно, это же как бы Богородица, молитва к ней, и все это очень все ценно, важно, и как бы это твоя жизнь, поэтому и здесь. Что для нас этот праздник, это, во-первых, у нас сегодня день рождения, 9 лет исполнилось. Вот. А так для нас это такой день объединения православных, когда мы должны все вместе собраться, пройти, показать, что мы вместе неравнодушны, вот. Ну и в целом исторически. А каждый год вы участвуете в крестном ходе? Стараемся каждый год, да, то есть даже я помню, когда дождь был, ходили. Если и не километры молитвы, а гораздо меньше вокруг Казанского Кремля, но всегда крестный ход – опыт духовной жизни. Путь паломника – часто испытание. Вот и на этот раз мягкое солнце сменилось проливным дождем. Но небо столь же неожиданно расчистилось, как только икона вернулась на место обретения. Мы находимся на месте, которое обозначено как место явления Казанской иконы Божьей Матери. Сейчас мы находимся ровно под алтарем собора, а сам престол – это главное место любого храма, на котором совершается таинство, божественная литургия служится. Вот он находится ровно над самым этим местом. Одна из удивительных деталей. Если исторически в научном плане можно проследить путь появления знаменитых образов на Руси, то единственным источником Казанской иконы только записи очевидца событий на тот момент священника Ермолая, будущего митрополита Казанского и патриарха Московского всея Руси Гермогена, о явлении во сне девочки Матроне образа, об указании, где искать, о том, как ей не верили, о чудесах явленного образа в первый же день обретения. Подлинник записи и сейчас хранится в Российской государственной библиотеке. История десятилетней Матроны отражена и в самих иконах. Сразу же после обретения стали появляться списки. Казанская икона узнаваемая, изображение всегда огрудное, руки – это главное отличие, спрятаны под одеждой. Взгляд Богородицы и Бога-младенца направлены на молящегося. Частный музей Казанской иконы по соседству с историческим местом. Вот там, за окнами второго этажа, располагалась живописная мастерская Богородицкого женского монастыря, где монахини и послушницы более 100 лет назад писали иконы в меру и подобие с явленной святыни. Особенности вот этого казанского письма по золоту до сих пор не удается возродить. Это устойчивое использование золота в качестве доминанта, это имитация лиссирующими, то есть прозрачными цветными лаками, вот на втором ряду вы видите, эффекта внутреннего свечения, когда золото просвечивает сквозь образ. То есть при свете лампады создается вот это вот незабываемое свечение образа. Это имитация драгоценных камней, как я уже говорил, пастозными
мазками, живописными средствами, а также это указание на меру и подобие съявленного образа. И еще добавлю, наверное, уверенную стильную чеканку именно по золотому фону. Казанский образ стал одним из самых воспроизводимых. Заступница, защитница, явившая свои чудеса сразу после обретения. Явленная икона исчезла в 1904 году, была украдена и, по признанию преступников, сожжена, но нельзя сказать, что без следа. Камни с окладу все-таки сохранились. И они после кражи украсили отчасти ту икону, которая сейчас, казанскую, которая сейчас находится в храме на Арском кладбище, храме Ярославских чудотворцев. И много лет остававшийся неузнанным золотой оклад с историей обретения иконы. Это экспонат, по сути своей, да, он здесь находится на временном хранении, потому что он числится в собрании Национального музея Республики Татарстан. Он не числился в описях музея как оклад той самой казанской иконы. Действительно так. Дмитрий Иосифович Хафизов, он просто занимаясь этим делом, изучая, исследовать фотографии, он просто его узнал по фотографии вот этой вот музейной, где там просто было, драгоценно, такое все. Он узнал, да, это тот самый. Икону, ставшей главной для Казани, называют новоявленной. Ватиканский список не ватиканский. Икона, после революции, проданная на аукционы, как и множество других реликвий, попала в частную коллекцию, где прославилась своими чудесами. А затем было ее путешествие вокруг света, попытки выкупить для верующих пребывание в португальской Фатиме, одном из мест явления Девы Марии. Затем покои Папы Римского Иоанна Павла II. И вот 20 лет назад вернувшиеся в Россию, а затем восстановленный Казанский собор. Стены собора наполнены людьми с утра и до вечера. Не только верующие, экскурсионные группы везут автобусами. Мы имеем эти свидетельства, когда человек приходит сюда просто из любопытства, может быть, просто потому, что с экскурсионной группой его сюда привезли. Но раз все пришли, и он пришел, он зашел. Но раз все постояли, он постоял, подошел, а потом что-то произошло. Люди, не каждый, наверное, не каждый, но очень многие выходят из дверей этого собора уже другими людьми. И в каком-то смысле чудо, потому что чудо это не только тогда, когда человек, который не мог ходить, начал ходить. Это явное чудо. А сколько таких неявных чудес, когда меняется жизнь человека, когда он становится другим, когда в нем совершается покаяние, преображение его жизни. Список, который датирует не позднее начала XVIII века, которому идут поклониться, расположен справа от алтаря для удобства тех, кто хочет подойти. Стекло никогда не открывают, берегут от воздействия света, влаги, воздуха. Ведь чудо надо уметь хранить, как уметь и принимать сам дар этого чуда. А в то, что история обретений и новообретений Казанской иконы Божьей Матери не завершена, здесь, в Казани, верят и надеются на возвращение первообраза. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, Булат Абдульманов. 7 дней.